Когда слышишь величественный гимн нашей республики, особенно в исполнении маленьких детей, то чувство гордости и радости переполняют каждого. Эти ребята собрались здесь, чтобы в очередной раз напомнить всем присутствующим, насколько велик и могуч родной язык, ведь не зря его называют язык матери. Учащиеся начальных классов подготовили не только стихи, посвященные родному языку. Зрителям также представили небольшую сценку по мотивам произведения ингушского поэта-драматурга Гирихана Гагиева под названием «Хоза-моза». Сюжет сказки напоминает муху-цокотуху, но в отличие от рассказа Корнея Чуковского, здесь паук обманывает родителей, что хочет жениться на мухе. Но на самом деле истинные мотивы его и замыслы совсем другие, он просто хочет ее съесть. Но без хэппи-энда не обошлось, на помощь приходит муравей, который спасает бедную муху, и радостные родители отдают свою дочь замуж за спасителя. Ученик 10 класса Муслим Чахкиев играет муравья и очень гордится своей ролью, а еще он прекрасно читает стихи. Рауан macht без, вы байтеш без, няна macht без, хейчен день ходы, дичи ходы, стелотенич ходы. Еще одна героиня этого мини-спектакля – 10-летняя Руана Муталиева. Несмотря на свой юный возраст, она прекрасно понимает, насколько важно знать и учить родной язык и литературу. Каждый человек должен учить свой язык, любить его. В этой школе мы его учим. Нужно знать свой язык, тогда ты будешь уметь читать, рассказывать и понимать, что ты говоришь. В рамках декады ингушского языка дети подготовили мини-выставку, на которой были представлены книги ингушских поэтов и драматургов. По словам организаторов этого мероприятия, знакомство ребенка с малохлизм наследием своего народа, изучение родного языка, истории, культуры родного края способствует росту духовной богатой личности. Такие мероприятия мы проводим для того, чтобы сохранить свой родной язык, чтобы дети не забывали свой язык, чтобы мы любили свой язык. Декада продлится до 25 февраля, и, несомненно, она имеет огромное значение в возрождении лучших традиций и духовной культуры нашего народа, а также развитии и изучении ингушского языка и литературы. Михаил Тангиев, Халаш Гойгов, Новости 24.